Здравствуйте! В эфире новости спорта, в студии Саргалана Захарова. Хоккеисты сборной Дании одержали победу над командой Великобритании со счетом 9-0 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в Словакии. Хэт-триком отметился Мортен Поульсен, дубль сделал Никлас Йенсен. По одной шайбе забросили Еспер Йенсен, Матиас Бау, Филипп Брагесер и Ларс Эллер. Стоит отметить, что сборная Великобритании не участвовала в высшем дивизионе чемпионатов мира с 1994 года, когда британские хоккеисты уступили во всех матчах на турнире. Датчане одержали 7-ю победу. Для них результат прошедшей встречи стал рекордным по качеству заброшенных шайб в элитном дивизионе. В следующем туре сборная Дании сыграет 16 мая против команды Финляндии. Днем раньше британцы встретятся со сборной США. В другом матче также безоговорочная победа. Латвийские хоккеисты обыграли итальянцев. Счет 3-0 в пользу латвийцев. Встреча прошла в Братиславе. Заброшенными шайбами отметились Роберт Букарц, Рихард Маренис и Теодор Блюгерс. Сборная Латвии установила новый рекорд по броскам на этом чемпионате мира – 65. Предыдущие достижения установили швейцарцы, которые в матче против итальянцев нанесли 61 бросок. В матче со сборными Латвии и Швейцарии ворота итальянской команды защищал Андреас Бернард, который в сумме отразил 114 бросков. Он был признан лучшим игроком команды в матче с латвийцами. В турнирной таблице группы «Б» сборная Латвии занимает 5-е место. Набрав 6 очков, итальянцы идут на последнем 8-м месте, пропустив 20 шайб и не забив ни одной. Лидирует в группе сборная России, набравшая 9 очков в 3 матчах. В следующий раз сборная Латвии сыграет против чехов 16 мая. Итальянцы уже сегодня встретятся с командой России. Американская теннисистка Серена Уильямс снялась с турнира женской теннисной ассоциации в Риме из-за травмы левого колена. Об этом сообщила газета «Ру» со ссылкой на пресс-службу организации. Спортсменка объявила об этом в преддверии встречи второго круга против ее сестры Венус Уильямс. «Я вынуждена пропустить турнир в Италии из-за боли в левом колене. Я буду скучать по болельщикам на моем любимом соревновании. Я сосредоточусь на реабилитации. С нетерпением жду выступления на открытом чемпионате Франции и в Риме через год», сказала Уильямс. Спортсменка вернулась на корт после родов в 2018 году. За это время она приняла участие в 11 турнирах, включая открытый чемпионат Франции, США и Австралии, а также Уимблдон. На соревнованиях во Франции она дошла до 1/16 финала. На открытом чемпионате Австралии она не сумела пройти квалификацию. А на Уимблдоне и US Open она стала финалисткой турнира. На счету 37-летней Уильямс 23 победы. Совет учредителей ВАДА рассмотрит выполнение условий восстановления российского антидопингового агентства. Заседания состоятся 15 и 16 мая в штаб-квартире организации в Монреале. Отмечу, что российские спортивные власти к середине мая уже выполнили требования, которые были выдвинуты 20 сентября прошлого года при вынесении решения о возвращении РУСАДА в соответствие Международному кодексу. В начале января эксперты ВАДА скопировали и увезли на проверку базу данных анализа допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 года. В конце апреля они получили непосредственно сами допинг-пробы, которые хранились в московской лаборатории. Полное соответствие РУСАДА кодексу ВАДА является одним из критериев восстановления Союза биатлонистов России и Всероссийской Федерации легкой атлетики в международных организациях. А допинговые скандалы вокруг российских спортсменов не утихают. Скейтбордист Максим Круглов дисквалифицирован на 4 года российским антидопинговым агентством за нарушение антидопинговых правил. Об этом во вторник сообщила пресс-служба РУСАДА. Дисквалификация 30-летнего спортсмена отсчитывается 7 февраля 2019 года. Круглов признан виновным в нарушении пункта 2 и 3 общероссийских антидопинговых правил. Это уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб. Круглов является победителем турнира Adrenaline Games, DC Banks, Grand Opening, Simple Session и других крупных турниров. Скейтбординг является олимпийской дисциплиной. Впервые этот вид спорта будет представлен на играх 2020 в Токио. Это были новости спорта. Всего доброго.